Саламатсыздар. Меня зовут Олег Асан. Я учитель биологии. Вот уже 6 месяцев работаю с детьми. Почему стал учителем? Потому что считаю, что это самая полезная работа для общества. Я думаю, что так я смогу помочь нашей стране прийти к тем высотам, которые мы так намерены достичь. Есть 3 принципа, которые я использую во время работы с детьми. Первое – это то, что у каждого ребенка есть 2 мозга. Второе – то, что эти 2 мозга абсолютно чудесные, и каждый ребенок может научиться чему угодно. И третий принцип – это то, что каждый ребенок – это супергерой. Такого человека больше не было и не будет. Первый мой подход в том, что есть 2 мозга, у каждого ребенка есть эмоциональный мозг и интеллектуальный мозг. Мы привыкли обращать внимание только на интеллектуальный мозг, то, что каждый, мы обращаем внимание на то, что каждый на оценки человека, на то, что как он решает задачи, хотя за всем этим стоит эмоциональный мозг. То есть эмоциональный мозг он просто контролирует, потому что любая информация, которая поступает в организм, она вначале поступает в эмоциональный мозг, потом он дает разрешение на работу интеллектуального мозга. Если человек беспокоится, переживает, не может свои эмоции контролировать, то он автоматически блокирует. Почему? Потому что если человек научился ходить, если человек научился разговаривать на любом языке, если человек научился 1000 навыкам, значит, что? Значит, он интеллектуально ничем не ограничен. И проблема разного уровня интеллекта в большей степени в эмоциональном плане. То есть, значит, человек не научился контролировать свои эмоции, значит, человек не научился воспринимать то, что негативные эмоции – это всего лишь эмоции, это неправда. Потому что если человек начинает понимать, что эмоции остаются эмоцией, это не реальность, то сталкиваясь с тяжелой проблемой математики, химии, физики, биологии, то человек может дальше начинать учиться. То есть этот тяжелый эмоциональный барьер может преодолеть, настроив себя на правильную волну. Второе – это то, что каждый мозг уникальный, и каждый мозг может всему научиться. Это просто то, что будь это эмоциональный мозг, будь это интеллектуальный мозг, наши навыки, то, что так нужно в 21 веке, наши знания, это все просто-напросто первая практика, второе время. Просто уделить достаточное количество времени и просто уделить достаточное количество практики, то ты просто создашь эту сеть нейронов. И то, что мы можем всему научиться, это важно понимать школьникам. То есть почему? Потому что, чтобы они не думали, что вот я с рождения глупый, я с рождения умный, чтобы такого не было. Это дает шанс каждому человеку раскрываться. Третье, то, что каждый ученик – это уникальное чудо. Почему? Потому что у всех есть ДНК, и она абсолютно разная. У всех есть определенные мутации. Каждый организм, он абсолютно другой. Мыслительные процессы абсолютно другие. Скорость передачи данных, скорость обработки информации. Это делает каждого чудесно. То есть мы не можем здесь уже начинать сравнивать одного ребенка с другим ребенком. И объясняя это, человек не может себе говорить, что я лучше или я хуже его. То есть дает определенную самодостаточность. Я чудесен уже такой, какой я есть. И каждый человек чудесен такой, какой он есть. Нельзя сравнить, что вот он лучше, он хуже, он где-то превосходит, не превосходит. Просто это что? Генетически у нас есть предрасположенность к чему-то. И все. И каждый из нас как палитра цветов. Каждый цвет важен, и каждый цвет составляет определенную картину делает. То есть без одного цвета эта жизнь не может быть такой разнообразной и чудесной. И здесь человек после этого перестает конкурировать, а наоборот пытается больше работать вместе, работать в команде. Это намного важнее. Чтобы воплощать эти 3 принципа в жизни, я должен сам подавать личный пример для школьников. Каждый ученик состоит из 3 вещей. Это интеллект, душа и тело. То есть я должен сам быть тем проводником, чтобы развить эти качества у учеников. Допустим, интеллектуальное. Интеллектуальное развитие предполагает то, что каждый школьник должен поступить в лучшие вузы страны и в лучшие вузы мира.
Поэтому я сам должен стать таким человеком, который смог бы дать знания на таком же уровне. Если я хочу, чтобы они поступили в Гарвард, Стэнфорд, MIT, я должен сам соответствовать такому уровню ученика или студента этих вузов. Чтобы они развивались физически, я должен сам заниматься спортом в первую очередь. Если я сам не буду заниматься спортом, если я сам не буду здоровый образ жизни вести, то как я буду от них требовать того, чтобы они вели здоровый, порядочный образ жизни? И, конечно, духовное развитие, если я хочу, чтобы они были полноценными личностями, людьми, которые могут созидать, создавать, что-то строить, быть полноценными членами общества, помогать друг другу, то я сам в первую очередь должен быть таким. Ну, я сам должен уважать старших, хорошо относиться к своим коллегам, жить, гармонировать с окружающей средой. Ну, если я хочу, конечно, от них такое ожидать, я сам должен в первую очередь сам это делать. Что я хочу от учеников, чтобы эти три составляющие, интеллект, душа и тело, именно каждый день развивались. Поэтому я каждый день стараюсь быть рядом с детьми. То есть внеклассные активити, внеклассные занятия. То есть вместе быть на концертах, вместе проводить свободное время, вместе играться, вместе пить чай, вместе бегать, вместе играть в футбол, вместе готовиться к концертам. Какие-то вещи, которые мы делаем с нашими друзьями и с нашими родственниками. То есть, находясь именно вместе с ними рядом, мы можем действительно быть настоящим примером и по-настоящему помочь нашим ученикам.